Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, у гэтую наисвятейшую ночь, коли Пан наш Иисус Христос перейшов от смерти до життя, Костел кличе детей своих, рассеянных по всем свете, собраться на чуванні и молитву. Коли мы ушануем память Пасхи Пана, слухаючи Его Слово и здійсняючи Его таємниці, будем мать надею на удел у Его перевозе над смертью и життя разом с ним у Бога. На жаль, так сталося, что ситуация с пандемией коронавирусу нашей во всем свете зробила так, что святкування не кожному, напевно, удається зробити це належним чином. Просим сегодня и молим нашего Пана, как некая зараза, некая хвороба, некое терпение нас не отлучило от любови Христа. Теперь будет подрихтована великодная свечка Пасха. Христос учора і сьогодні. Початок і конець, Альфа і Омега. Йому належить час і вічність, Йому хвала і володарство, праз усі веки вічні. Амінь. Праз свої святые рани, славные, нехай стережи и околывая нас Христос Пан. Аминь. Теперь отбудется запаливание великодной свечки. Эдуардович. Святло Христа, хвалил вопрос, нехай разбудит степу наших сердцев и думок. Святло Христово, дякуем вам Богу. Святло Христово, дякуем вам Богу. Теперь запалим свечки от великодной свечки. Святло Христово, дякуем Пану Богу.
Цяпер адбудзецца абвяшчэнне Пасхі. Узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў небе, узрадуйцеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, Бога свяціўся ў цябе, промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле, наша маці, аздоблены ззяннем іскрыстага святлага, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Пан з вамі, и с духом твоим, угору сердцы, узносим и Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. І справядлива усім серцем, розумом і побожним спевам прославлять небачного Бога, Айца всемогутного, і Сина Його одинородного, Єзуса Христа. Ён справедливому Отцу заплатил за долг Адама и своею кровью знищив запись стародавней вины. Гэта и есть тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка і яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Египту наших прайцов, сынов Израилевых, и по сухим дне перавёл праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахов рассеяла цемру. Гэта тая ноч, усіх веруючых у Христа на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і ад змроку граху, вяртае ласку і злучае ў супольнасць святых.
пераможцам выходить с подземных нетрав. О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка! О, якая невымовная любовь! Каб откупить слугов, Ты отдал Сына. О, сапраўды, абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Христа. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку упаўшым, а засмучаным радасць. О, сапраўды, благаслаўлёная ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі. У гэтую ноч, поўную ласкі, прымі, святы Ойча, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую Табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку. Плён працы пшчаліна гарою, таму просім Цябе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палымнеў, рассейваючы цемру гэтай ночы, і прыняты Табою, як прыемны водар, няхай злучыцца са святом нябесным. Няхай жа ён палымнее аж да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца. Езус Христус, Твой Сын з мёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю, і з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию со спокойным сердцем, теперь згасим свечки и выслухаем Слово Божие. Будем разважать, як у минулые часы Бог збавил народ свой и нарешті послал нам своего Сына як откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо и землю, и сказал Бог: учиним человека по воде нашего образу
и наше подавенство. Нехай панує над рибами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землей, и над усіляким ползуном, что ползает по земле. И створил Бог человека по водле своего образу, по водле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими и над птаством небесным, и над усими живыми истотами, якие рухаются по земле. И сказал Бог: вось я даю вам всякую траву, что рассевая насенье по усей земли, и всякое древо, плод якого рассевая насенье, каб яны были вам на спожиток. А всем живым истотам на земле, и всякому небесному птаству, и всему, что ползає по землі, і має в себе дихання життя, я даю на спожиток усілякую зеленину. І так сталося. І убачив Бог усе, що він створив, і було воно вельми добрим. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Няхай сидє дух Твой, и землю обновить. Няхай сидє дух Твой, и землю обновить. Благослови душа моя Бога, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опрануся в величи красу, Ты окинуся святлом быццам шатай. Няхай сыйде дух Твой, и землю обновить. Ты умацовал землю на яе основах, не похиснется яна николи. Безданью, як вопроткай, покрыл яе, понад горами узникли воды. Няхай сыйде дух Твой, и землю обновить. Ты крыницы посылаешь у долины, помеж гор тякут яны, над ними живут птушки небесные, и сярод листя спявают. Няхай сыйде дух Твой, и землю обновить. Устань. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Дивосный Ты во всех Твоих справах, учини, как во всех, как откупленный Тобой народ зразумел, накольки цудовной была справа створення на початку, і яще цудовнішей справа откуплення в повні часу, коли як пасхальне ягньо был охвярований за нас Єсус Христос, який живей володарить на веки вечные. Амен. Выслушаем другое читание. Читання книги Буття. У ті дні випробовував Бог Абрагама і сказав йому: Абрагаме, і він відказав: «Гэта я». Бог сказав: «Возьми сина твоего одиного, якого ти любиш,
Исаака, и иди у землю Муры, и там принеси его на усе спаление, на одну из гор, про якую я скажу тебе. И пришли на место, про якое сказал ему Бог. И протягнул Авраам руку свою, и узял нож, обзаколоть сына своего. Але анёл пана покликал его с неба и сказал: Аврааме, Аврааме. И он отказал: это я. Анёл сказал: не поднимай руки твоей на хлопца, и не роби с им ничего, бо теперь я ведаю, что ты боишься Бога. И не пошкодовал сына своего одиного для меня. Узнял Авраам очі свої і убачив за собою барана, який заблитався у гущари рогами своїми. Авраам пойшов, узяв барана і принес його на всеспаление замест сына. Анёл пана другий раз покликал Авраама з неба і сказав: «Присягаю, каже пан, покольки ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благословлю тебе и помножу потомство твое, як зорки на небе, и як песок на березе мора. И потомство твое здобуде брамы ворогов твоих, и отрымают благословление у потомстве твоим усе народы земли, бо ты послушался голосу моего». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Пан частка спадчини моей и келиха моего, и он лёс мой триває. Пан завсёды перед моими очима, бо он праворуч мяне, я не кахіснуся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Там радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей от хлани, и не даси святому Твоему убачить тление. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Устань, молимся. Боже, Отче усіх вірних, праз ласку усыновления Ты помножаешь у свете колькость сынов Твоего обетания. Ты праз пасхальный сакрамент хрусту сповняешь обетянное Аврааму, робячи його ойцом усіх народів. Да поможи кожному человеку годно отказать на ласку Твоего покликания. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Вислухаємо з вірою третє читання, яке буде розказувати нам про переход про Червоне море. Читання книги Заходу. У тие дні сказав пан Моїсею: чому ти вскликаєш до мене? Скажи синам Ізраїля, нехай виходять. І ти подними кий свой, і протягни свою руку до мора, і потяни його. І пойдуть сини Ізраїля сярод мора по суші. Я ж зроблю жорсткими серце єгиптян, как яны пошли услед за ими, и покажу славу мою на фараоне, на всех войсках ягоных, на колясницах и на вершниках ягоных. И доведаются египтяне, что я пан, коли покажу свою
славу мою на фараоне, на всех войсках ягоных, на колясницах и на вершниках ягоных. И взрушился анёл Божий, який ішов перед войском Израиля, и пошел сзаду их, а разом с им и слуг воблачный, пересунулся спереду назад, стал помеж войском египетским и войском израильским. И была хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли всю ночь подойти один до одного. И коли Моисей протягнул руку до мора, Пан гнал море мощным усходним ветром всю ночь, и перетворивши у сушу, и разлилась вода. И пошли сыны Израиля посередину моря, по суше. Вода была для их стеною с правого и с левого боку. И погнались египтяне, и вошли за ими у середину моря. Усе конница фараона, колясницы и вершники ягоные. И вось на світанні пан поглядел на войско египтян со слупа вонняного и облачного, и привел у замешания войска ихнее, и подвернул колы колясниц, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: утекайте до Израиля, бо пан воює за их, супроть египтян. И сказал пан Моисею: протягни руку свою до моря, как повернулись воды до египтян, на колясницы и на вершники их. И коли Моисей протянул руку до моря, на самом світанні, и оно вернулось на свое место, и бегла вода насупереч египтянам, які утекали, и потопил их пан сярод хвали. И вернулась вода, и накрыла колясницы и вершников усяго войска фараона, якое вошло за ими и море, и не засталося ніводного из них. А сыны Израиля пошли по суше сярод моря, и вода стала коля их стеною с левого и с правого боку. И у той день вызволил пан Израиль з рук египтян. И убачили израильтяне мертвых египтян на березе моря. Убачили моцную руку, якую пан узнял супроть египтян. Сполохуся народ пана и поверу пану и Моисею, слузе ягоному. Тады Моисей и сыны Израиля заспевали песню пану. Спевай. Спяваю пану, бо народ бойону звисівся. Спяваю пану, бойону звисівся. Спяваю пану, бойону звисівся. Коня и вешника я скинул мора. Пан моя сила и моя песня, и он стал моим исполнением. И он мой Бог, я его прославляю, и он Бог Отца моего, узвеличу его. Спяваю пану, бойон узвысился. Молимся. Боже, Ты у святле нового заповету раскрыл нам сенс стародавних цудов. Море червоное – это прообраз хросной купели, а люд, вызволенный из неволи, это выява таямницы христианского народа. Учини, как все люди праз веру, здобывшие годность обраного народа, были отроджены Святым Духом, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Наступное читание.
Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж Твой, Пан Могуцяў імя Ягонае, и Откупитель Твой. Святы Израиля, Богом усёй зямлі Ён будзе названы. Бо як жонку пакінутую і засмучаную духом кліче Цябе Пан, і як ад жонкі, адрынутай маладосці, звяртаецца да Цябе Твой Бог. На малы час я пакінуў Цябе, але з вялікай міласцю прыму Цябе. У прыступе гневу я схаваў ад Цябе на хвіліну аблічча маё, але ў вечнай міласэрнасці злітуюся над Табою, кажа Пан, Адкупитель Твой. Бо для мяне гэта як воды Ноя. Калі прысягнуў я, што воды Ноя не прыйдуць больш на зямлю, так прысягнуў я, што не буду гневацца на Цябе і дакараць Цябе не буду. Бо горы знікнуць і пагоркі захістаюцца, але міласэрнасць мая не адступіць ад Цябе, і запавет спакою майго не пахіснецца, кажа Пан, які спагадае Табе. Няшчасная, несуцешаная, якую кідаюць буры, вось я пакладу Твае падставы на рубінах і падмурак Твой на сапфірах. Яшмаю аздоблю Твае вежы, упрыгожу крышталём Твае брамы, усю агароджу Тваю каштоўнымі камянямі. Але сыны Твае будуць вучыцца ў Пана, і поспех сыноў Тваіх будзе вялікі. На справядлівасці будзе Твой моцны падмурак, Ты пазбудзешся ўціску, бо не будзеш баяцца. Пазбудзешся жаху, бо ён не падыдзе да Цябе. Гэта Слова Божае. Дзякуй Пану Богу. Узвялічу Пана, бо Ён мяне збавіў. Узвялічу Пана, бо Ён мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў, і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывеў затхлане душу маю, Ты уратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць в магілу. Узвялічу Пана, бо Ён мяне збавіў. Устань. Молимся. Усемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоему помножь потомство, обяцанное праотцам деле ихней веры. А праз ласку Христу повеличь колькость сынов Твоего обяцания. Как костел Твой спознал, что уже исполняется тое, чего святые давних часов с довером чекали. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Выслухаем наступне читання, яке узято з книги Езекіеля. Читание книги пророка Езекіеля. «І скеровано було Слово Божие до мене, Сыне человечий, дом Израиля жил на земле своей, и згарбил ее поводинами и учинками своими. И я спаслал на их гнев мой за тое, что проливали кровь на землю, и знеславляли ее идолами своими, и раскидал их сярод народов, и они расселились по землю. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков. И пришли они до народов, до яких пошли, и ганьбили имя мое, бо казали про их, что это народ,
Пана, і што з зямлі ягонай выйшлі яны. І пашкадаваў я святое імя сваё, якое знеславілі дом Ізраіля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраіля, што так гаворыць Пан Бог: не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святого імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. Я свячу вялікае імя маё, знеслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго, і даведваюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог. Калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачымі іхнімі, і я возьму вас народам, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую. І ахраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас, і дам вам сэрца новае і дух новы, і нутро ваше, і забяру з сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці, і дух мой удыхну у нутро ваше, і зраблю так, што вы будзеце хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх, і будзеце жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будзеце народам маім, і я буду вашым Богам. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Душа моя Божа прагне Тебе, душа моя Божа прагне Тебе, душа моя прагне Бога, Бога живого. Калі я пойду і з'явлюся перед Божим обличчям, душа моя Божа прагне Тебе. Я уваходив со святочной громадой у цудовный шатер, у дом Божий. Сярод вокличаў радости и с подякою. Душа моя Божа прагне Тебе. Молимся. Боже, Ты наставлениями Старого и Нового заповету нас рыхтуешь до пасхальной таямницы. Дай нам зразумець Твою милосердность, каб прыманне, дару, якімі Ты цяпер нас надзяляеш, умацавала ў нас надзею на дары вечныя. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Хвала на вышинях Богу. Славляем
Молимся, Боже, Ты свячаешь гэтую найсвятейшую ночь, славою из мертвых повстания Пана, оживи в Твоим костюле дух Божьего сыновства, как обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі й владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Выслушаем теперь урывок с апостольского послания, так званой эпистолы. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, ці ж не ведаете, что все мы охрещенные у Иисуса Христа, у смерти ягоною охрестились? Дык вось, мы похованные з Им хрещением у смерть, как як Христос у воскрес из мертвых деля славы Айца, так и нам ходить у обновленном житті. Бо коли мы поєднаныя з Ім подобенством смерти ягоной, то повинны быть поєднаныя и подобенством у воскресенья, ведаючи, что былы наш человек укрыжаваны з Ім для того, как было знищено грешное тело, как нам не быть уже невольниками граху, бо той, кто помер, вызволился от граху. Коли ж мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Им, ведаючи, что Христос, воскресший из мертвых, уже не помирая, смерть уже не мая над Им улады. Бо тое, что Он помер, дык помер раз и назавсёды для граху, а что живе, дык живе для Бога. Так и вы лечите себя мертвыми для граху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Это слово Пана. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скажа Израиль, навеки милосердность Ягоная. Правица Пана узнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвещать справы Пана. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинив это, и дивное оно у очах наших. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Павлу Матвея. Слава Тебе, Господи.
Калі мінула субота, на світанні першага дня тыдня, прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець на магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі, як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Jesуса укрыжаванага. Няма яго тут, ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых. І вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго убачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка адышоўшы, са страхам і вялікай радасцю, пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне убачаць». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие, присядьте на момент. Святая ночь, самая головная литургия усяго года, Пасха Христова. Як же важно, дорогие, нам разуметь, что Пасха – это не успомин, это не мара, это не кашпировский, так як часом мы можем почуть. Але Пасха – это реальность. Бо проповедь у Воскресения Христова – это проповедь живых свідків. То, что мы сегодня чуем у Евангелия. То, что переживали те, кто первые споткали Христа у воскресла. Эти женщины обвешают стоя свідком, чего они стали. Первые христиане свою веру называли доброй весткой, Евангелием, и свое призначение в свете бачили у ее обвящении и расповсюджении. Первые христиане ведали и верили, что воскресение Христово – это не просто причина штогодового святкування, а крыніца силы и переменения життя. Ці пам'ятаємо про это. Ці пам'ятаємо про то, что Евангелие актуальне и сегодня. Нават больше того, оно, напевно, еще больше актуальне сегодня. У гэты вельмі непросты час, коли мы не ведаем, что робить, задаем питання, як нам жить и жить далее. Евангелие Пасха Христова – это свято, дьявольной перемоги над смертью и телесной, а так само и духовной. Смерть на земле теперь уже нас не может поломать. Бо мы, верующие люди, ведаем про то, повинны памятать об том, что смерть на этой земле наше житие не заканчивается разом со смертью этой физической. Что нас чекает життя вечное, что до життя нас Господь кличе. У Воскресении Христове наполняет наше життя сенсом, усиляя веру в будущее. Светлая радость у Воскресения Христова случается сегодня с твердой надеей на перемогу правды и светла у нашем житті. А гэта перемога нам вельмі необходна заўсёды, асабліва ў сённяшні непросты час. Дорогие, будем переживать Пасху. Это значит, что Воскресение Христовое менавіта з верой. З верой, корніца якой знаходится у любові. Любові, якой вучить нас Христос. Любові, яка все пробачає. Любові, яка не зайздвостить. Любові, яка не шукає свого. Любові, яка триває вічно.
Цяпер адбудзецца наступная частка нашай малітвы. Будзе асвечана вада, якая ужываецца падчас сакраменту хрышчэння, і мы таксама адновім нашыя абяцанні хрусту. Устанем. Наймилейшие супольными молитвами теперь покорно просим у всемогутного Бога Отца, каб спаслал свою ласку на гэтую воду, а тых, хто будзе ёй адроджаны, прыняў у Христе, як своих усыновленых дзяцей. Теперь будем молиться в летании до всех святых. Кирье элейсон. Христе элейсон. Христе элейсон. Кирье элейсон. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас. Святый Михаил, Молись за нас. Святые ангелы Божии, Молитесь за нас. Святый Яне Крестителю, Молись за нас. Святый Юзефе, Молись за нас. Святые Петр и Павле, Молись за нас. Святый Андрею, Молись за нас. Святый Яне, Молись за нас. Святая Мария Магдалена, Молись за нас. Святый Стефане, Молись за нас. Святый Игнациус Антиохии, Молись за нас. Святый Лаврентию, Молись за нас. Святая Перпетуа и Фелицита, Молись за нас. Святая Агнешка, Молись за нас. Святый Григорию, Молись за нас. Святый Августине, Молись за нас. Святый Атанасию, Молись за нас. Святый Базилию, Молись за нас. Святый Мартине, Молись за нас. Святый Бенедикте, Молись за нас. Святый Францишку и Доминику, Молись за нас. Святый Францишку, Саввинию, Молись за нас. Святый Яне Мария Вианны, Молись за нас. Святая Катерина Синейская, Молись за нас. Святая Тереза от Иисуса, Молись за нас. все святые Божии, Молись за нас. будь-то нас святостивы, Выбав нас, Пане. от всего злого, Выбав нас, Пане. от всякого греху, Выбав нас, Пане. от смерти вечной, Выбав нас, Пане. про Твое условление, Выбав нас, Пане. про свою смерть и воскресение, Выбав нас, Пане. про спаслание Духа Святого, Выбав нас, Пане. мы грешные Тебе просим, Выслухай нас, Пане. как обвестил Твою ласку в эту воду для дрожения сынов дочеров Твоих. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Иисус, Сыне Божьего живого, Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Боже, Ты необачной моцай, здійсняєш незвичайні речі, просакраментальні знаки. На протягу історії спавлення Ти подрихтував воду, Тобою створеною, как яна виявляла ласку святого Христу. На початку світу Твой Дух узносився над водами, как уже Тобі вода тримала моца свячення. Боже, навод у водах потопу Ти дав нам образ одрачення, бо тая самая стихія поклала конец заганам и дала початок цнотам. Боже, Ты учинив, что сыны Авраама
пройшли по сухим дне Червоного мора, как народ, вызволенный с неволи фараона, стал образом будучей супольности охрещенных. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Крестителем у водах Иордану, был помазанный Духом Святым, а коли висел на крыше, с его боку пролились кровь и вода, пасля своего у воскресения, и он наказывал учням: «Идите и научайте все народы, хрестячи их у имя Отца и Сына и Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадаю им открыть крыницу святого хросту. Нехай гэтая вода праз Духа Святого отрымая ласку Твоего одинородного Сына, как человек, який створаны на Твое подобенство, и про сакрамент хросту от бруду усяляких грехов обмыты, отродився з води і Духа Святого до нового життя, дитяти Божого. Просим Тебе, Пане. Нехай про Сына Твоего на гэтую воду сойде моц Духа Святого, как усе, кто праз хрост похованы разом с Христом у смерть, з Ним так само и повстали до нового життя, як и с Тобою живей владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Благословите крыницы Пана, хвалите и увеличивайте Его навеки. Теперь, дорогие, отбудется обновление обетованию хрусту. Можем заказать свечки. Дорогие браты и сестры, пасхальную таямницу мы у сакраменте хрусту были похованы с Христом у смерти, как разом с Ним увойсти в новое життя. Тому скончивший 40-денный пост, обновим обяцанні Святого Хрусту, у яких мы колисти выреклися злого духа и его справи, и пообяцали служить Богу святых католицким костюм. Тому пытаюся у кожного з вас. Ті виракаєтеся сатани, і усіх справ ягоних, і усіх спокусов ягоних, ті вірите у Бога Отця Всемогутного, Створителя неба і землі, ті вірите у Єсуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який у воскрес померлих і сядить праворуч Отця. Ті вірите у Духа Святого, святий костел католицький, єдність святих, отпущение грехов, у воскрешение тела и життя вечное.
Усемогутный Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який отразил нас з воды и Духа Святого, и отпустил нам грехи, нехай свою ласкою заховає нас на життя вечное у Иисусе Христе, Пана нашего. Аминь. Теперь благодари протяг Святой Души, свечки нужно потушить. Заспеваем номер 48. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Иисус, Тебе люблю всей душою, Ты мне надея и супокоем. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я хвялю, принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийняв клятву з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и ученик об этой вера, якой веры початок с пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного избавления, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору серця, узносим ликование. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, каб мы Цябе заўсёды славілі, а асабліва ў гэтую ноч, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца у воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі узносяць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той,
покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складай мне Тебе, найперш за Твой святый католицкий костюм, будь ласкав, адорвать спокойно, аховывать, яднать и кировать его во всем свете. Разом со слугой Твоим папом нашим, Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, ягодопоможными бискупами Юрием и Александром, и усими, кто верно, заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих, якие дошли перед нами со знаком веры, и спять усупокой. Памятай, Пане, про слугов Твоих, и про всех тут присутных, веруя данность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе, гэтую ахвяру хвалы, и яны так само яе Тебе приносят за себе и за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на избавление и уратование. Узносите свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усим костюмом, у наисвятейшую ночь, из мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа. Найперш спашаем, успоминаем благословленную, за усюды Пану Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа. А так само святого Юзефа, обратника наисвятейшей Паны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея и усих святых Твоих. Праз их заслуги молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Просим Тебе, Пане, ласкаво прими эту ахвяру от нас Твоих слугов и от усей семьи Твоей. Мы складаем ее Тебе, так само за тых, кого Ты отрадил водою и Духом Святым, и дал им пробачение усих грехов. Заховай дни наши у Твоим спокое, сбав нас от вечного осуждения и до души, до Твоих выбранных, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Просим Тебе, Боже, моцею своего благословения, освяти эти дары, и учини их досконально, и милою Тебе ахвяру, как стали сияны для нас, телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Йон узял хлеб, у свои святые и достойные руки, поднял лучи до неба, до Тебе, Бога, своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням кажучи. Берите и ешьте с гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано. Подобным чином по вечері узяв гэты почесный келих у свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням кажучи. Берите и пите з яго усі,
есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита, деле отпущения грехов. Гэта чините на мою память. Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Пане, мы слуги Твои, и Твой Дух Святый, успоминающий благословенную муку и у воскресении, а так само хвалебное Его шествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ах, веру чистую, ах, веру святую, ах, веру беззаконную. Хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь ее, милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ах, веру, патриарха нашего Авраама, и святую ты беззаганную веру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мелхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому Анёлу, занести эту веру на Твой небесный алтарь, продобрича Твоей боской величи, как заусюды все мы, якие удельничаем у этой ахвяры алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отримали щедрые, небесное благословение и ласку праз Христа, Пана нашего. Аминь. Памятай, Пане, так само про слугу Твоих, якие пришли перед нами со знаком веры, и спять успокой. Просим Тебе, Пане, дай им и усим, кто спочивает в Христе, пробывать у месте с утешением, святла и с упокоем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якие сподяются на великую милосердность Твою, будь ласковы дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Ферицей, Перпетуей, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Уведи, просим, и нас, у их субольность, не деля наших заслуг, але дякуючи Твоему пробачению. Праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Боже, усе эти доброты неоспинно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил молиться Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласково спокой в дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные до всякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкав, згодно с Твоей волей, одарися его спокойной верностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передается лишнему знак спокойно. Баранку Божий, Я берешь на себе враги свету, zmiłuйся над нами, Баранку Божий, я берешь на себе враги свету, zmiłuйся над нами, Баранку Божий, я берешь на себе враги свету, одари нас упокоем. вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, али скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Свет Христа. Аминь. Свет Христа. Свет Христа. Свет Христа. Свет Христа. Свет Христа. Свет Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа.
Заспеваем номер 45. Иисус, Ты мои, радость спасения мне открыл, славя меня крынистой глаз, будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Иису не покидай меня, моя душа тобой живет, участь терпения поможи, выкрывать у Твоей любви. молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови и упясконцей Твоей добрыни мою ласку з'яднать усіх, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа, Пана нашего. Можно присесть, дорогие такие, чтобы я. Поступово заканчивается наша сегодняшняя молитва. Это не значит, что она закончится, вот, в смысле, что вот еще больше не будем молиться. Не, я думаю, что переживаем Великдень, самое головное свято для нас, для христиан. Але и тому, я думаю, что я подякую всем, кто смог принять удел в супольной молитве у Великий Четверг, Великую Пятницу, Великую Субботу. Завтра святая Мша у 8 и у 16 годин. Расклад богослужения у ближайшие дни будет вельми простый. У понедельник, середу, пятницу святая Мша будет у 18 годин. У вторник, четверг, субботу святая Мша будет о 10 раницы. И у неделю ближайшую, это значит наступную, 19 красовика, святая Мша у 18 и у 8 и у 16 годин. Першие дни великодного периода переживаются особливым чином. Эти дни называются октавой Пасхи. И тому, поскольку эта октава так само зносит обовязок посту. Это значит, в пятницу, так как у нас каждую пятницу на протяжении года есть обовязок поститься у нас в Беларуси, то в эту пятницу, что будет, ближайшую можно есть и мясо. И тому будет вельми классно. Дорогие, конечно, в этой ситуации, с этой пандемией коронавирусу, наверное, непростая. Напомню, глядите, эту статистику, уже больше 2000 особ у нас в Беларуси. Это официально. А что не официально, это про это сегодня я глядел этот брифинг всемирного, это миссия, которая приехала с всемирного здравоохранения. Ну, то и там Беков, министр наш, это тоже здоровье. И он такие, вот он и видать, команда таки добрые, таки, конечно, але насколько там виляют тому, але тим не менш там було навіть сказано, що є ще все перед нами. Це ще тільки початок. Тому, дорогі, треба стерегчися. Коли самі не поклопотимся, ніхто про вас не поклопотиться. Тому не соромитесь одевать маски. Ведомо, хтось може сказати, що маски повинны носить хворые люди, да? Повинны как не разносить. Але кто
нас здоровых. Цяжка сказаць. Поэтому, ведаеце, напэўна, гэта не зашкодзіць. Таксама, як гэта карыстацца дезінфікатарамі, да? То есть, можа, камусьці гэта будзе нарваць, але гэта такая простая спосаб засцерагчыся, это значит дбаць пра сваё здароўе. Ну, таксама, я лічу, таксама, вядома, у нас не уведзены карантин, да? То есть, такі паўсюдны тотальны, але мы самі себе можем зрабіць такі пэўны карантин, да? То есть, калі не трэба, без патрэбы не выходзім. Не лазім не веду, пробачце, да? То есть это уже лепей тогда, если что, уже лепей позвонить. Правда, чи эти сучасные сродки не дозволяют нам шмат чего, да? То есть можно нам за бесплатно звонить и спокойно этим користаться. Тому, дорогие, желаю нам всем здоровья, прежде всего Божьего здоровья, духовного здоровья, и как мы не забылись про то, что не это коронавирус самый головный в нашей жизни, а Господь. Бог, який завжди чекає на нас, Бог, який нам допомагає, Бог, який керує нашим життям. Велике дякую за клопот об частині каплиці, так само за допомогу у підготовці таких символічної і цямниці, так само великодної декорації. Нехай Бог вам всім вкусно нагородить. Після благословення ми ще відбудеться виставлення на святейшого сакраменту, заспіваємо суплікацію Святи Божа і помолимося вяночком до Божої милосердності у другий день новини перед святом Божої милосердності. Примите с верой, прежде теперь отбудется освящение внешне, благословение великодных стран. Условия создания небезпечной пандемии будет у нас только молитва, не будет отбываться освящение окропления воды. Пане Иисус Христе, Ты в день перед мукой и смертью загадал учням подрыхтовать пасхальную вечерю. У день воскресения принял запрошение двух учнев и сел себе за стол. А поздним вечером пришел до апостолов, как разом с ними споживать вечерю. Просим Тебя, дай нам с верою переживать Твою присутность среди нас, подчас святочной гостиной у день Твоей перемоги, как мы могли радоваться уделу у Твоих житті и у воскресении. Хлеб живый, який сошел с неба, Ты у святой коммуне даешь життя свету. Просим Тебя, благослови этот хлеб и все святочное печиво на успомин хлеба, яким Ты накормил народ, что слухал Тебе на пустыне, и який после своего воскресения Ты подрихтовал каля озера для своих учнів. Ягнё Божие, який перемог свет и обмыл свет с грехов, благослови гэтые кілбасы, вяндліну и все стравы, якие мы будем споживать на успомин пасхального ягняці и святочных страв, якие Ты разом с апостолами спожил на апошній вечері. Благослови гэтую соль, каб ахоўвала нас от сапсаванасці. Христе жыццё и у воскресение наше. Благослови гэтые пасхальные яйки, знак нового жыцця, каб мы, делячися ими у кругу сям'і, близких и детей, и гостей, могли так само делиться один за одним радостью Твоего пребывания с нами. Дай нам усім дойти до вечной гостиной, туды, где Ты живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. И теперь будет освящение этой воды, якую вы принесли с собой. Пане Божу всемогутный, выслухай ласкаво нашей молитвы, калі мы узгадываем девочную справу нашего створения и еще больше девочную справу нашего откупления, и просим Тебя, благослови эту воду. Ты створил ее, как давал уродливость нивам, как умацовывала и очищала наши тела. Ты так само учинил воду приладою Твоей милосердности.
бо праз яе ты вывел свой народ з нябою і надаліў яго смагу пустыню. У прадказаннях пророкаў вода была знаком нового запавету, які ты пожадаў заключыць з чалавецтвам. Няхай жа гэтая вода нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся з імі разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцей. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Схилите ваши головы на благословение. У сённяшнюю пасхальную урочистость. Нехай благословить вас усемогутный Бог и милостиво заховай вас от греховных спокусов. Аминь. Бог, який праз воскресение своего одинородного Сына, одрадил вас до вечного життя. Нехай наполнить вас духовными дарами. Аминь. Бог, який після муки Пана наповнив вас великодною радостью, нехай допоможе вам дойти до радости вечной. Аминь. Нехай благословить вас всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. И теперь пусть выставление наисвятейшего сакрамента. Святый Боже, святый Господи, святый Езу наимилосерднейший, а Тебе все будет все доброе. Просим, помножь нас ласку, как мы годно выполнили учинки милосердности, как Ты, что на нас глядят, прославляй Отца милосердности, где есть любовь. Отче предвечный, глянь Бог по милосердности свою и на субботе собраных у винограднику своим, на души святарские и монашеские, и одари их мозою своего благословения. А тебе почуйте у Сына своего сердца Сына своего, у яким души эти пребывают, удели эмоции святла своего, как могли вести инших по дорогам спавления, как разом спевали хвалу, не спостигальной милосердности Твоей, на веки вечные. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, Приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Бог с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, в Иисуса Христа, Сына Его единого Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился из Девы Марии, замужем по Понтии Пилате, укрыжовали, побил, поховал, зашел от клани, на третий день воскрес померли, взошел на небо, сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут
смертью в хвале судить живых и помер. Веру в Духа Святого, Святой Костел Католицкий, едность святых, отпущение врагов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче справедливый, первый тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за враги наши и всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки. Будь милосерден до нас и до всего свету. Отче предвечный, охверую Тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за враги наши и всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. Отче справедливый, охверую Тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за враги наши и всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деле Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. Отче предвечный, охверую Тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за враги наши и всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосерден до нас и до всего свету. Отче предвечный, охверую Тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за враги наши и всего свету.
болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. О гроб вода, яка виплила з найсвятейшего сердца Иисуса Христа, я кровница милосердности для нас. Доверяем Тебе. О гроб вода, яка виплила з найсвятейшего сердца Иисуса Христа, я кровница милосердности для нас. Доверяем Тебе. О кровь вода, яка виплила з найсвятейшего сердца Иисуса Христа, я кровница милосердности для нас. Доверяем Тебе. Святый Боже, Святый моцный, святый несмяротный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый